Владимиру Андар 17 лет. Сейчас он находится в коме в реанимации города Саяногорск. Мальчик поступил в больницу сегодня утром. Его обнаружили прохожие во дворе одного из домов города. Я вот только сегодня попал, через час до двух. У него челюсть сломан, сотрясение мозга, ушиб легких, ушиб сердца, удалили селезенку, разрыв печени, тазобедренный состав сломан. По словам отца Владимира, сегодня в первой половине дня ему позвонили из полиции Саяногорска и сообщили, что сын находится в больнице. Что случилось, они не уточняли. Аяс тут же выехал в соседний город. В больницу ему не сразу удалось попасть. В Саяногорске с ним связалась куратор тувинского студенчества в Хакасии, некая Тайгана, которая предложила свою помощь. Они вместе поехали в полицию, чтобы написать заявление. Однако там, по словам Аяса, правоохранители начали им препятствовать. Мне надо было писать, прийти, написать заявление полиции, отдать, и все. Все дело в и все, должен был написать заявление, и все. А они этому начали препятствовать, специально начали, всячески начали препятствовать. И вот этот представитель, который должен был мне диктовать, написать заявление, тоже ее забрали, там начали допрашивать, я не знаю, вот еще. Также Аяс Андар рассказал, что правоохранительные органы по неизвестным причинам задержали Тайгану. По его словам, полицейские просили, чтобы он написал в заявлении, что мальчик сам упал с 5-го этажа. Они, представители, забрали себе, и там у него там вещи сняли, часы все, и одежды сняли, и допросили, и потом стали ей угрожать. Вот, если вы заставите отца не писать заявление, мы вас отпустим. И вот, то ли там у нее нарушение справки ездила, или что-то нам какую-то там другую дело, да. И мы вас отпустим, вы только повлияйте на отказ, чтобы заявление не писал. Владимира Андара нашли возле многоэтажки. По предварительной версии следствия, он выпал с балкона 5-го этажа. Что это за дом, отец Владимира не знает. Вчера вечером Аяс разговаривал с сыном. Владимир был у себя в арендованной квартире и никуда не собирался. Как он оказался в другом помещении, никто не может сказать. Мы связались с МВД Хакасии. В настоящее время сотрудниками УМВД России по городу Саяногорску проводится проверка. Устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. МВД Хакасии по понятным причинам не разглашает детали следствия. Сегодня в Рио-Тувы Владислав Ховалык направил рабочую группу правительства Республики Саяногорск, чтобы выяснить все обстоятельства. Отец Владимира на момент, когда мы писали с ним интервью, сообщил, что его заявление до сих пор не принято полицией. Уголовное дело не возбуждено. В ЧП, случившемся в Саяногорске с нашим земляком Владимиром Андаром, больше вопросов, чем ответов. Мы будем следить за развитием событий. Оказать финансовую помощь родителям Владимира Андара вы можете по номеру 8 923 263 20 80. Мобильный банк 900 привязан на имя Андар АМ. Альмира Синди, Марат Инмикей, 108 канал.